первый там рассказ, кстати, был о собаке вовсе даже, а не о войне. Но на самом деле тоже о войне, потому что это была как бы тоже война очень такая жесткая и символическая война, но тем не менее очень реальная. Ну, неважно. А тут есть рассказы, которые вовсе не о войне, а просто о жизни. И один из них я прочитаю, но, может, буду неправильно ставить ударение в именах или географических названиях. Продавец Арон. Жили мы во времянке, случалось голодали, в моих волосах водились вши. Мама вычесывала маленьких гнит и давила ногтями. И все же халва оказалась необыкновенно вкусной. Она была желтая, как червонное золото. Гаванская сигара стоила рубль, а на 20 копеек можно было купить столько слипшихся фиников, что я наедался и еще оставалось. Как-то я побежал в магазин Арона за хлебом. Впереди, колыхаясь, шла тетя Ламара. И тот день к моим пыльным китайским кедам со звоном подкатилось кольцо. Я остановился, подобрал желтую кругляшку, пухлую, как сама тетя Ламара, и хотел отдать ей, но та, ничего не заметив, сплыла дальше. Сердце мое забилось, словно я собирался переплыть весной Ляхву. Я уже скинул одежду, вошел по пояс в разлившуюся буйную реку, камни под ногами скользкие, острые волны, в которые бросаюсь огромные, страшные. Ничего, если меня отнесет чуть дальше, главное плыть наискосок, и тогда я выберусь на противоположный берег. Словом, я решил оставить кольцо себе, если оно из золота. Фальшивку верну, хотя тетя Ламара вряд ли будет носить бижутерию. Валико, ее муж, сидя на хлебном месте, отгрохал дом из белого кирпича с балконом и лестницей из мрамора. Детей у них не было, и непонятно, для кого они строили такие хоромы. Соседи еще судачили, будто Валико купил большую квартиру в центре Тбилиси. Так что без одного кольца Ламара не обеднеет, может даже и не заметить пропажи. В любом случае золото надо спрятать, никому ничего не говорить, даже родной маме, хотя в ближайшие 2 года. К тому времени Валико наворует еще и купит жене обручалку потолще. Я положил кольцо в карман и пошел дальше не спеша, важно, как господин. И на повороте к школе встретил своего приятеля Кучу. Раньше мы враждовали, я объявил войну этому недомерку. Ловил его и колотил. Впрочем, мне тоже доставалось. Но со временем мы подружились и вместе бегали покурить в большой парк. Иногда к нам присоединялся Беса. Пока правильное ударение представлял. Со временем к нам присоединился Беса, воровавшего своего отца фирменные сигареты в красивых пачках. Однажды он украл из дома шпроты, виски и целый блок Мальборо. Мы пошли в лес Чито и устроили пир под соснами. Мы ели, пили, курились, дурачились, пока до нашего слуха не донесся женский смех, а чуть погодя стоны. Мы пробрались к месту, откуда шли волнующие кровь звуки, и я увидел лежащую на траве большую роскошную женщину. Ногами она обнимала мужчину в спущенных штанах, и он, пыхтя, долбал ее сверху. Через какое-то время дядька откинулся в сторону и, нащупав вторую бутылку вина, начал пить. А женщина продолжала лежать с раздвинутыми ногами, подставляя свою влажную щель солнцу. После этого мы повадились ходить в лес Чито, но парочки были осторожнее шпионов в кино и при малейшем шуме настораживались и попросту уходили. И вдруг Куча исчез. Его искали в близлежащих селах Гори, Тбилиси. Водолазы обшарили дно Ляхвы. В Куру, говорят, ныряли, но ничего не нашли. Спустя неделю
Куча объявился сам и ходил по городу загадочный, словно граф Монте-Кристо. И если его останавливали ребята постарше и спрашивали, что с ним случилось, тот начинал хмыкать и говорить, что его похитили инопланетяне. Разумеется, ему никто не верил, кроме дурачков, но сигаретам угощали или давали деньги на кино. Куча рассказал мне совсем другую историю. Только заставил прежде поклясться, что никому не скажу. Вот еще глупости, я-то умею хранить секреты. Оказывается, Кучу похитили одетые в черное тетки. Они засунули его в черную «Волгу». Одна из них поднесла к его носу намоченный какой-то дрянью черный платок, и он вырубился. Очнулся он привязанным к шесту в роскошнейшей зале. В середине был бассейн, в нем плавали красивые женщины в черных купальниках. И они по очереди насиловали его. На этом месте Куча начинал рыдать, и мне приходилось покупать ему сигареты, чтобы он заткнулся. Смешливые взгляды окружающих. Я чувствовал себя ущербным и от этого стал агрессивным. Ростом я был маленький, на вид дохлый, но при всем том прирожденный борец и без особого труда клал своих сверстников на лопатки. Ребят постарше, которые дразнили меня, я отлавливал поодиночке, внезапно бросался и своими костлявыми кулачками начинал бить обидчика по морде. Впрочем, я мог поставить фингал насмешнику и в людном месте, за что обычно получал славную взбучку, но в конце концов меня оставили в покое. Это супер! Куча нехотя вернул кольцо. Я спрятал его в карман поглубже от его алчного сверкающего взгляда, который потух так же внезапно, как и вспыхнул. Хотя не уверен. Слишком оно желтое, как будто его слепили из халвы. «Ламара фигню носить не будет!» — воскликнул я и осекся. Куча вытаращился на меня. «Так ты украл кольцо?» «Да нет же!» Мне стало страшно, что Куча сейчас побежит и сдаст меня. Я решил опередить его. «Знаешь, я отдам кольцо Ламаре». Куча немного подумал и стал отговаривать. Дескать, сейчас мне все равно никто не поверит. В глазах людей ты вор, твое место в колонии малолетних преступников. Он злорадствовал, этот недомерок. Будешь на параде с оркестром дуть в дудук. Полегче. Опять нарываешься? Сейчас, мать твою, я тебя врежу. Не торопись, бичо. Куча поднял палец. Одно то, что ты не вернул Ламаре кольцо сразу на месте, уже преступление. Лучше бы ты проник к ним в дом ночью и украл все ее драгоценности. Так что же делать? Вот что мы с тобой сделаем. Тами. Евреи сейчас все сваливают в Израиль. И говорят, скупают золото. Вот мы продадим им кольцо за 500 рублей. Кто его купит, спросил я Кучу как можно ироничней. Как кто? Арон. Все знают, что он уезжает в Израиль. Да ты рехнулся. Арон честный продавец, он в жизни никого не обманул. Кто тебе сказал, ты дурачок, что ли? Куча посмотрел на меня как на конченного кретина. Все так говорят. Сколько раз он давал мне халву, просто так, и финики. Дай-ка сюда кольцо. Сейчас мы его продадим Арону, но с одним условием. Поделим пополам. Ладно, валяй. Мы пришли в магазин Короны. Покупателя у него не было. И он в своем белом колпаке и фартуке разрезал ножом струной большой кусок желтого масла. Заметив нас, он улыбнулся. Куча подошел к прилавку и положил на весы кольцо. «Что это?» – спросил Арон, продолжая орудовать стальной удавкой. Он будто на шею мне ее накинул и душил, а я уж перестал бороться, задергался и хрипел. «Посмотри пробу и увидишь, отдам тебе за 500 рублей».
Ламара сегодня потерял кольцо. Арон отложил в сторону нож-струну и облокотился о прилавок. Бегает по району, ищет. А оно у вас нехорошо. Не знаю, кто такая Ламара. Куча презрительно скривил губы и протянул руку весам, чтобы забрать кольцо. «Дядя Арон, верните тете Ламаре кольцо!» — крикнул я. Удавка на шее лопнула, и я задышал. «Пожалуйста!» «Хорошо, Швело!» — Арон печально улыбнулся. «Думаю, он обрадуется и отблагодарит». Мы с Кучей вышли из магазина. Он в бешенстве швырнул свою школьную папку на землю, попрыгал на ней и, выпустив пар, обозвал меня дураком и велел держаться от него подальше. Вечером к нам постучалась тетя Ламара. Я открыл дверь. Она обняла меня, поцеловала и сунула мне в руку пачку вафель за 20 копеек. Смотрите, я выбрала рассказ сугубо мужской, вот, совершенно психопатический, но очень философский, в чем вы сейчас и убедитесь. Другое лицо. Беса частенько говорил, что во время опасности я меняюсь в лице, и меня невозможно узнать. Спросить, кого я напоминаю, не решался, потому что он мог сказать какую-нибудь гадость. Язык у него острый, глаз орлиный. Все подмечает, гад, потому я и помалкивал. Через неделю после ввода в город миротворцев я завалился к Бесе в гости, и он притащил из подвала запыленную 3-литровую бутыль вина. Он накрыл на стол, и стали мы пить, да тосты всякие толкать. Вспомнили, конечно, и ушедших товарищей. Хайдера, братьев Астаевых, Эрика Кабулова. Захмелев, Беса опять поднял тему изменений моего фейса во время критической ситуации. Тут я не удержался и спросил, а каким я бываю? Ну на кого становлюсь похож? Я очень надеялся, что он сравнит меня с Аль Пачино или Де Ниро. Но на Марлона Брандо я не потяну. Но вот с Клинтом Иствудом я в одной весовой категории. А ведь чертовски любопытно посмотреть на себя со стороны, когда ты, устроившись на позиции, целишься из пулемета во врагов. Беса налил в пустые стаканы вина и, поглядев на меня с ухмылкой, произнес: «Ну, на себя ты точно не бываешь похож». «А на кого? Ты говори, я не обижусь». «На психа. Жуткое у тебя бывает лицо, вспоминать страшно». «Иди ты», — сказал я, польщенный. Всегда хотелось услышать такое, и вот дождался. Он мне будто на уши майский мед пролил. «Ладно, давай выпьем за твою маму». Я вытянул руку со стаканом, как будто чокался с Богом, и выпил, и влил в себя прохладное, красное, пахнущее Изабеллой вино. Поставив стакан, я всхлипнул и полез к Бесе обниматься. Он похлопал меня по спине, будто утешал, и осторожно, чтобы не уронить, усадил обратно. Тут за окном послышались крики. «Миротворцы грузинские убили наших, айда мочить их!» Я выхватил из кармана гранату, с которой не оставался даже по ночам, прятал ее под подушкой. Лимонка тут совершенно вещь сакраментальная. И вылетел из дома. На улице я присоединился к народу, бежавшему со всех ног, ко второй школе, где уже собралась толпа, и там на перекрестке увидел перевернутую желтую шестерку, а под ней лужи крови. Люди вокруг говорили, что грузинский миротворческий грузовик нарочно наехал на легковушку с нашими, и все, кто сидел в машине, погибли. «А миротворцы, где эти твари?» – орал я, будто собирался броситься на вражескую амбразуру. Одна женщина показала рукой на военный, припаркованный напротив городской библиотеки, Урал, с эмблемой миротворцев. Кузов машины был накрыт брезентом. Я ринулся к ней, перемахнул через низкий деревянный борт и, повращав в полумраке моргалами, заметил парней в камуфляже. Они сидели на полу, обхватив ноги руками. Увидев меня, они зашевелились и стали ползать туда-сюда, как будто хотели улизнуть. Но куда? Снаружи стояла разъяренная толпа, а в кузове я с гранатой в руке грозился взорвать всех к такой-то матери. Я хоть и драл глотку, но на самом деле четко знал, чего хочу. Оружия.
У этих миротворцев были новенькие складные автоматы, а на боку висела кобура с пистолетом. Ох, и повезло же мне. От радости я совсем потерял голову. В машине сидел мой брат, а вы раздавили его, как муравья. Я вас всех взорву, вашу мать. Один из миротворцев подполз ко мне на коленях и стал умолять. Бичо, не делай этого, не все виноваты. Вами, деда, мы просто приехали сюда на базар за едой. Ну тогда давай сюда свой автомат. Бичо, это табельное оружие. Я не могу его тебе давать. За это меня посадят. Из тюрьмы ты, может, выйдешь, но отсюда точно нет. Я вытянул вперед руку с гранатой и сделал вид, буду срывать с нее кольцо. Во имя деда, на, бери, только не взрывай, бичо. Миротворец протянул свое оружие, и в этот момент в кузов запрыгнул Гамлет. Тот самый, что перевязал мне рану на шее во время боя за высоту над городом. Я подмигнул Гамлету, но он, видимо, не узнал меня, и, сдвинув густые брови в пучок, разглядывал грузинских миротворцев. Тут всего секунду. Я уже взялся за ремешок автомата, потянул на себя и рявкнул. И пистолет тоже давай, ну живо. Миротворец полез в кобуру за стволом, а я боковым зрением заметил курчавую голову Вали, другого своего приятеля, служившего в ОМОНе. Он тоже влез к нам. Отдышавшись, он вдруг подскочил ко мне и вышвырнул из кузова. Я, как звезда, полетел со сцены прямо на толпу и потому не ушибся, но зато потерял лимонку. Опустившись на корточки, я принялся искать гранату, но ее, похоже, сперли. Жалко, конечно, что поделаешь. Я встал и, увидев спрыгнувшего с кузова Вали, бросился на него. Я пытался выбить ему зубы. Ты мне должен пистолет и автомат, как минимум. Ты вообще понял, что сделал? Мать твою, ты еще и ударил меня, ну получай. Но, увы, я промахивался, и кулаки мои молотили раскаленный дыханием воздух толпы. Я попал в кого-то постороннего и стал перед ним извиняться, а Валя, воспользовавшись этим, исчез. Потом ко мне протолкнулся ветхий старичок, я улыбнулся ему, а он размахнулся ладонью, скрюченной старостью, и влепил мне пощечину. «Такие, как ты, — сказал он, — и развязывают войны». Я схватился за щеку и поставил вторую. «На, ударь меня еще раз, мать твою шлюху!» И этот подлый старикан снова ударил меня. Я дико разозлился и, наверное, переменился в лице, потому что старичок стал пятиться, а гогочущая толпа притихла. «Будь ты моим ровесником!» — крикнул я бы превратил тебя в пыль, пень трухлявый. Тебе повезло, что ты такой старый, но берегись. Если у тебя есть сыновья, я их всех отыщу и убью. Старикан исчез в толпе. Я тоже выбрался из нее и поплелся к Ляхве. Вода в реке была чистая, людей немного, и я нырял себе и загорал. А вечером я пошел в город, и возле дома, где жил Парпат, увидел знакомых ребят. Они сидели на лавочке, смотрели на Гамлета, которым что-то рассказывал, и смеялись. Я подошел к ним, поздоровался со всеми за руку и приготовился слушать. Гамлет, как близкий друг, обнялся со мной и спросил, где я пропадал столько времени. Совсем забыл друзей, туда-сё. «Расскажи ему тоже», — сказал Гамат, — «пусть посмеется». Гамлет вынул из кармана на новенький пистолет, покрутил его на пальце и сказал: «Какой-то псих сегодня влез с гранатой в грузовик грузинских миротворцев и стал орать, что сейчас взорвет их. Ну, а они все и побросали оружие. Потом появился еще один псих, кажется, из ОМОНа, и он вышвырнул из кузова того кретина с гранатой, а я спокойненько забрал трофеи». «Сколько же у нас развелось сумасшедших», — сказал Гамат, закуривая. «Сколько?» Спасибо всем. Таня, ура! Несколько от скуки, что ли? То есть вот читаешь и думаешь, господи, сколько много букв. Вот я бы сделала их меньше. Но когда читаешь рассказы Тамерлана, то это такое чувство, что, во-первых, ты знаешь этого человека, а во-вторых, это откуда-то изнутри голос. Я тоже никогда не была на войне, и думаю, что это очень страшно, но у меня всегда было такое впечатление еще, что когда пишут обычно про войну, то как-то бывает всегда либо белое, либо черное, то есть бывают какие-то герои, и основная часть повествования это идет о таких вот героях, мужественных, там, выдающихся и так далее, и есть враги. И чем мне нравится проза Тамерлана, это тем, что, несмотря на то, что это идет повествование о таких трагических событиях, о войне, однако тут настолько все перемешано, и понимаешь, что действительно в жизни именно так.
А не так, когда вот он герой, а вот он плохой, он враг. Очень много такого, что порой герой кажется, некоторых людей даже отталкивает. Но я знаю, что отношение неоднозначно к прозе Тамерлана. И вот это мне очень интересно. А мне кажется, что это очень жизненно, потому что в жизни не бывает людей 100% хороших или 100%, или что на войне всегда только какие-то героические подвиги. Оказывается, там есть такая жизнь, которая во многих романах раньше просто не описывалась, описывались просто подвиги. И поэтому для меня этот вопрос как бы о том, что пригласить этого автора, он даже не стоял. Для меня это большая честь, и мне кажется, что это удивительная действительно проза. Сегодня не так много авторов, которые пишут прямо вот сердцем. Это настоящее. Я нормально говорю? Вот так, да. Алан Чихоев, мы очень давние друзья и надолго там потеряли друг друга. И когда я снимал «Крик кролика», я в Фейсбуке его нашел, я думаю, он не он. Я ему написал, я говорю, Алан, у нас какая-то история была, я говорю, Алан, это ты? Он говорит, да, это я. Вот. Ну я говорю, там, в общем, мы там поговорили, все такое. Мы встретились, я говорю, я вот кино начал заниматься, а кино, как известно, это деньги и немалые. И что-то мы начали разговаривать про кино, он говорит, я тебе могу помочь. И мы что-то про эту икону поговорили, и он мне помог. Он помог мне в начале, то есть фильм был задуман где-то в апреле. Сценарий написался вообще за день, да, помню? Я тебе говорил, да. А еще Диме послал, редактор фильма, Дима. Вот. Я в каком-то таком его быстро написал, этот сценарий. Вот. Потом, на самом деле кино очень трудоемкое, это очень жуткое дело. Вот. Потом начались кастинги, потом начались подготовки. В общем, в апреле все началось, закончилось. В принципе, вот сейчас закончилось. У нас была целая команда. Мы первый фильм снимали, он называется «Свабдон». И с нами этого режиссера уже нету, Царство Небесное. И мы всегда вот с Димой говорили, что вот Зюзель бы радовался, что мы вот этот фильм сняли. Вот. Сейчас мы этот фильм готовим к фестивалю, вернее к фестивалям. Надеюсь, мы засветимся. Удачи. Удачи большое. Фильм снимался в городе Цхинвал, потому что на самом деле Цхинвал это сейчас такое место, где можно снять фильм. Если это как бы о тех событиях, которые там происходили, то это легко передать, потому что там еще как бы все это живет. Да, я еще не забыл, вернее, я хочу сказать о президенте Анатолии Бибилове, без которого этот фильм не состоялся, потому что он мне очень сильно помог и поддержал, поэтому ему огромное спасибо. Я его сегодня приглашал, он сказал, и я говорю, не успею. Ну, я говорю, давай в другой раз тогда, в другой раз, может, успеешь. Вот, поэтому как бы ему и вот здесь сидит Вова. Вова, давай ты что-нибудь расскажи. Ну, я, наверное, пару слов скажу, добавлю. Я бы попросил не судить строго Томе, потому что это его первая работа. И хотел бы тоже всех поблагодарить, кто принимал участие в создании фильма. И творческая группа, и административная группа, все, значит, отнеслись с пониманием, несмотря на то, что, значит, у нас был очень ограничен бюджет по фильму.
Ну, сработали мы оперативно и мобильно. Есть, конечно, у нас замечания у самих к этому фильму. Ну, как бы оценивать вам все-таки. Хотелось бы послушать как раз таки вашу оценку, нам было бы очень интересно. Да, это на самом деле важно. Жать мне. Очень, я тоже немножко встрепенулся, что оборудование не вытягивает нас яркость, многие моменты не видны. Я, если немножко о себе, я монтировал это кино, как ко мне, я режиссер сам, и ко мне попал этот материал, Тамерлан говорит, ну посмотри материал, давай сделаем фильм. Вот, несколько, конечно, я с каким-то, может быть, капризным настроением посмотрел. И, естественно, взялся, потому что в материале я увидел то, что, может быть, сейчас не просвечено на экране, как и в прозе, которую мы слушали, особенно первый рассказ меня сейчас, он для меня был неизвестен, он меня забрал. И в материале я тоже обнаружил, знаете, вот такое вот ощущение, редкое сочетание, что ты тоже погружаешься внутрь этого пространства, которое для тебя незнакомо, возможно, ты там никогда не был, но ты ему веришь. И с этого материала мы начали работать. И еще перед этим я прочитал, значит, сценарий. И в сценарии тоже была заложена одна удивительная вещь, такая метафизическая и несколько философская. Ведь сходится к тому, что герои в некотором смысле, находясь на войне, они словно во сне. Они вот спят в жизни, они спят ночью, спят днем, вообще не просыпаются. И проснуться могут или желают проснуться в момент того, когда они оказываются уже все в крови. Здесь, возможно, не видно, но этот полковник, там, пристреленный снайпером, и этот солдат умирающий, они все мажут друг друга кровью, и он говорит, разбуди, размени, я хочу проснуться, я хочу проснуться. И это не только связано с тем, что они охотятся на некую святыню, на некую религию, которая обладает вот этой метафизикой вокруг себя, но и возможно от того, что они просто в жизни, в самой, вот, находятся в таком спящем состоянии. Вот этот посыл, он как бы меня взял, я в большей степени рад, что он и есть на экране, но может быть сейчас как-то проекцию недостаточно качественного показали. Уж извините. Поздравляю с премьерой. Я тебя тоже поздравляю. Олег очень долго работал над фильмом, потому что после того, как мы фильм отсняли, у меня руки опустились, я не знал, как все это монтировать, потому что это была, в принципе, моя такая вторая работа самостоятельно. И тут Дима мне говорит, я с Димой встретился, вон он, Дима Уклин. И я говорю, Дима, блин, такая ситуация, надо что-то делать. Ну, говорит, вот Олег, к Олегу вопросы. Я сразу с Олегом там связался, и, в общем, у нас вот получился такой фильм. На самом деле я показывал его специалистам, и они сказали, что фильм как бы достойный. Ну, я тут немножко хвастаюсь, да. Я, например, не в курсе, да. Интересно очень, сюжет интересный, чтобы немножко понять. Икона это на самом деле существует. Ее похитили в 91 году, когда грузинская милиция вошла в город. Она стоила вот этих денег, именно 2 миллиона предлагали. То есть к нам приехали рекетиры со всего Союза там, и искали эту икону, еще искали Талмуд, похищенный из синагоги. То есть это на реальных событиях основано? Да, это моя версия, как я это увидел. Как я это увидел, это моя версия, конечно, вот есть и искусство, и кино, но ко мне лично обращались, мне говорили, даем тебе 1 миллион. Я говорю, а сколько стоит? 2 миллиона, если, говорю, ты найдешь. Я знал, что если я принесу эту икону, да, хотя она гипотетически, говорю, если бы я нашел эту икону, то, скорее всего, меня бы пришили на месте и взяли бы икону. А потом ее обнаружили в Женеве на аукционе. На самом деле она из слоновой кости. Там были камни
камни драгоценные, они были выкорчеваны, их оттуда вытащили. И в Женеве икону арестовали, потому что юго-остинское правительство подавало в Интерпол, и ее всячески искали, но когда в Женеве ее нашли, ее вернули не Южная Осетия, а почему-то она сейчас в Грузии. Вот. Эта икона сейчас в Грузии находится. Я простой цхинвальский. На самом деле меня сократили в таможне, и я очень был расстроен, у меня была депрессия, я начал писать. Мне говорили, что моя проза хорошая, но ее никто не напечатает. Но у меня как-то пошло, я писал, я не думал о том, будут печатать, не будут печатать. И вот такой у нас общий друг с тобой есть, Талант Харбаев. И как-то мы пришли, как-то я пришел к нему, я говорю, ты знаешь, Алан, у меня, наверное, рассказов штук 20. Я говорю, что с ними делать? Я же, солить же не буду их. Я говорю, давай куда-нибудь их пошлем. Но он мне помог, мы разослали по журналам, и я про это забыл. А потом как-то я у друга открыл свою электронную почту и смотрю, с этого журнала мне говорят, мы хотим опубликовать тебя. Другого журнала прислали, с третьего, четвертого, я думаю, кто-то взломал мою почту и надо мной издевается. И я понял, что это не издевательство, а только когда мне прислали авторские экземпляры, тогда я понял, что это на самом деле. Это не спам, да? А на чем писать сразу на русском? А? На русском сразу? Да, я на русском писал. Остинский литературный язык очень трудный. Я из одного предложения могу понять 2 слова. Немножко рассказать. У тебя есть рассказ, мы читали, да? Можно немножко, чтобы ты тоже пару слов сказал здесь сейчас, потому что, может быть, не все еще прочитали рассказ. Я там был всего автор сценария. Ну и, естественно, опять я же бегал за оружием, за всеми делами, которые в Цхинвале были. Вот. А потом Сергей, Царство Небесное, он мне выдал такую вещь, знаешь, там странно, но наш фильм никуда не берут, ни на один фестиваль российский. Ну я подумал, ну и не берут, снимем еще один. А потом он через неделю звонит и говорит, к нам же, я послал фильм на Канны, и нас приглашают поехать в Канны. Я говорю, ну круто. И мы поехали в Канны. Сразу в Канны, да? На красную дорожку. Ну и там очень много чего приключилось. Я это писал в этом рассказе. Вот. Почитайте, смешно, забавно и грустно. У меня самый любимый рассказ бывает, который я, например, написал, и какое-то время он мой любимый рассказ. А потом я напишу следующий рассказ, и этот рассказ тухнет. Вот, вот на такой. полку отправляешь? А? На полку отправляешь сразу предыдущий. Ну да, ну какие-то остаются, какие-то вообще. Я даже иногда, когда там что-то вдруг нахожу, ну я написал порядка где-то 100 рассказов. И где-то, может быть, 30 сценариев. Ну и стихов на книгу. В общем, я работал во всем. Я сейчас просто творческий кризис небольшой. И за фильм. За фильмом? Да. То есть ты сейчас хочешь переключиться на кино? Я думаю, что да. Я думаю, что фильм мы все-таки на каком-нибудь фестивале он засветится, и мы получим какой-нибудь грант. И будет следующий фильм. Полный метр. Хотите полный метр? А? Хотите полный метр? Да. Я думаю, и для меня, что полный метр, что короткий метр, это в принципе труд один. Разницы нет.
И там вкалываешь, и тут вкалываешь. О чем будет полный метр? Я думаю, тема будет хинвальская. Но пока что сценарии, которые были написаны до этого, после этого фильма, они как-то чуть-чуть опустились. И я сейчас думаю над новым сценарием. Я когда ехал сюда, мне впервые в жизни уступили место в метро. Я подумал, что это знаковое событие, и так я как-то, видимо, выглядел очень. Ну, в общем, да. Для меня это совпадение удивительное. И, конечно же, обидно, что наш товарищ Сергей Мизельков, с которым мы начинали, с которым я вместе прошел Чечню, мы снимали документальные фильмы. Потом познакомились с Тамерланом, сняли игровой фильм. Но мы никогда не видели границ между документальным и игровым кино. Это всегда то, что работает с сознанием человека, меняет его. И, в общем-то, удивительно, что Тамерлан так быстро все на лету схватил, но, видимо, это военная привычка, там, видимо, на войне, насколько я помню, ну, я не воевал, был журналистом, неважно. Там, если ты быстро не обучаешься каким-то навыкам, то, в общем-то, ты не выживешь. И то, как быстро Тамерлан освоил режиссуру, для меня это очень приятно. И что я к этому тоже приложил какие-то усилия. И надеюсь, что полный метр не за горами, вернее, он за горами, но за кавказскими. Только там, кстати, Тамерлан может снимать адекватно, потому что там все ему свое, и все эти осколки войны, они там говорят сами за себя. Потому что там наша попытка снимать в Москве, она... Ну, был опыт важный для нас, но органики той не было. Тамерлан, как бы, и актеры там, все это работает вместе с... Вот я говорю, к сожалению, не было видно. Это работает вместе с природой, с этими дикими реками, с этими непонятными